Что касается сегодняшней ситуации, она очень сложная. Это настоящее состояние пришло не сегодня, не создалось оно вчера и позавчера, и за эти 2 года. Этот кризис начал наступать с момента появления и непринятия мер с того самого киловатта, дефицита того киловатта, когда начался переток. Ведь объем перетока с каждым годом у нас увеличивается. Значит что? Мы ничего не делаем, чтобы его уменьшить. Мы увеличиваем и увеличиваем, ничего не делаем. А что нужно делать? Там много что нужно делать. Строить новые гидростанции, строить новые теплостанции, строить новые сети, бороться с потерями, с коммерческими, с техническими, с технологическими. Много что нужно делать. И это весь тот свод совокупных правил или решений, которых нужно принимать и ежедневно, и ежегодно, ее прогнозируя будущее. Вот как нужно решить проблему. Но дело же в ресурсах. Дело в ресурсах, но необходимо ее применять. Когда у вас был дефицит 1 киловатт, и когда у вас дефицит сегодня 1 миллиард киловатт-часов. Есть разница, какое решение? Это же сегодня для того, чтобы построить собственную генерацию в выработке 1 миллиарда киловатт-часов в год. Это тот дефицит, который у нас есть. Вы представляете, какую гидростанцию или какую теплостанцию надо построить? Минимум еще 200-мегаваттную станцию. А это минимум строительства, даже если иметь будем деньги, еще 5 лет. А за 5 лет еще 1 миллиард киловатт-часов к нам прилетит. Так как идти? Почему говорят, надо идти в ногу со временем? Надо технические решения принимать по ее необходимости, по его появлению заблаговременно, чего не было сделано вот за все эти годы. Сегодня говорить о том, что будем делать завтра, как это решить, чуда не бывает. Нет такого чуда. Вся надежда на то, что российская сторона сможет нам дать какой-то переток, а все остальное или покупать, или брать альтернативу, строить самостоятельно, развивать свою гидроэнергетику, свою гидростанцию, свою энергосистему. Только так можно построить. Вот вам путь, вот вам дорога.